Да, я выехал, я на 2-м километре. Дай Бог, звера увидите хоть. Было столько звера, оленей, в основном оленей. Коля, я на полевой базе тебя пропущу. Понял, давай. Я лично был инициатором, связался с Артемом, предложил, чтобы они провели экскурсию на базе нашего предприятия. И вот после долгих там подготовок это первая экскурсия у нас. Ну, звичайно, мені групи складаються з 20 чоловік. Ну, плюс-мінус, некілька, які своїм ходом приїжджають. Але сьогодні раптом у нас склалося так, що ми їдемо у кількості 32 чоловік. Я думаю, что это действительно, скажем, такая ячейка, которая еще не заполнена в промышленном туризме. Интерес у людей проявляется, хотя первый мой вопрос, когда я там видел, было это кому-то интересно, то теперь я понимаю, что это действительно есть люди, и людям интересны эти экскурсии, а мы готовы в этом помогать. Мы просто любители железных дорог, то есть в Украине мы уже все узкоколейки объездили, на самом деле их там немного, их там 3, а в Беларуси их немножко больше, интересно просто. У меня ездили друзья уже с этими ребятами, рассказали, как очень им понравилось. Я видела фотографии, решила, что мне тоже надо обязательно поехать. Вот, поэтому морозы меня не испугали. Вот, и очень хорошо провожу время. Мінська дитяча чыгунка і у Могилеві у зоосаді. Остатні 30 – це узкоколейки при торфпідприємствах, які використовуються для транспортировки торфу, для цовки по творчості брикету. Вони усі належать у структури Міністерства енергетики, ТОП-газом, Райгазом, ну і прочим палівним підприємствам. Некоторые підприємства бояться, їх пугає притягнення туристів в тим сенсі, що не завжди технічний стан той самий навіть чыгунки, їх погляд придатен для проведення видовитої екскурсії. Хвилюються, як не впасти тваром у бруд. Сподвигло то, чтобы людям донести не просто вот есть узкоколейка, есть вагончик, есть тепловоз, а есть тот нелегкий труд, которым люди занимаются, чтобы люди тоже увидели, что мы не просто здесь землю роем копаем, а действительно занимаемся хорошим делом.